И как после этого скажешь, что у природы нет плохой погоды? Сильные осадки выпали в Назране, в сельских поселениях Барсуки, Кантышево, Плиево, Икажево, Далаково и в Молдобекском районе. Люди укрывали машины как могли, вот только не повезло именно тем, кто во время нервного климата оказался в дороге или не успел спрятать свою ласточку. А вот жителям Молдобекского района повезло меньше всех. Улицы селения Верхние Очулки больше напоминали реку Аса. Хейтеры скажут, что это Венеция, но здесь не до шуток. Подтоплены 3 улицы, всему виной отсутствие дренажной системы. К счастью, жилища людей не пострадали. Коронаград. Размер осадков от 3-4 сантиметров. Жители массово стали публиковать фотографии, сравнивая град с COVID-19. Сходство по форме действительно есть. Не знамение ли это, гадают интернет-пользователи, а тем временем специалистам предстоит подсчитать ущерб. По посевам у нас сейчас работа ведется, потому что так сразу невозможно это предусмотреть, потому что значительные территории, и необходимо создать рабочие группы от крестьянских фермерских хозяйств, от Министерства сельского хозяйства. Обычно информация там задерживается. В оперативный дежурный центр кризисной ситуации поступило 4 звонка о затоплении домов. Удар стихии Ингушетия приняла достойно. Все благодаря слаженным действиям специалистов. Сильные дожди с грозой, град и шквалистый ветер до 23 метров в секунду ожидаются еще в ближайшие 2 дня. Данный прогноз у нас сохраняется до 8 мая, пятницу до утра. Это сильные дожди с градом, сочетание с градом. Ну а так, небольшой дождь у нас сохраняется до 11 числа. Оперативная группа Центра управления кризисной ситуацией, 4 группы в общем, вместе с спасательным гарнизоном. В общем, по республике, в случае возникновения через происшествий, связанных с данным прогнозом, готовности находится группировка сил и средств в количестве 520 человек и 122 единицы техники. Из них от МЧС 19 единиц техники и 44 человека. Ситуация с погодой остается нестабильной. На реках возможны подъемы уровней воды, в горах сход сели. Чрезвычайное ведомство призывает жителей по возможности не выходить из дома, а находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон и не пользоваться электроприборами. Зелимхан Калоев, Джамлел Тамасханов, Новости 24.